давние времена жил и правил в одной стране падишах по имени Ширванадыл. Величайший из величайших, справедливейший из справедливейших, несравненный падишах Ширванадыл. Приближенные только и делали, что восхваляли своего падишаха при всяком случае. Бесконечно благодарные и признательные за ваше милостливое и мудрое правление шлют вам подданные всю эту дань. Да чего же они стараются вам угодить, ваше величество? Хватит, надоели. Принесите одежду простолюдина. Пойду сам послушаю, о чем говорит мой добрый, послушный народ. Халат простолюдина повелителю! И пусть никто не знает, что падишах отправляется в город. И пусть никто не знает, что падишах отправляется в город. Неустанно благодарим Аллаха, что создал нас подданными богонравного, солнцеподобного Ширвандыла. Благодетель, славься во веки веков! Мой повелитель, вот вы еще раз убедились, как единодушны в своей любви к вам ваши подданные. Не пора ли вернуться во дворец? Постой, постой. Еще вон в ту лачугу заглянем. Гульджахан, доченька, ложилась бы и ты. Завтра ведь с позаранку на работу. Не дойдет падишах до нашей лачуги и не заметит. Спи, отец, спи. Я лягу скоро. Помечтаю еще немного. Иногда в своих мечтах, отец, я даю очень хорошие советы самому Ширванадылу. И они ему так кстати, что в благодарность он своими руками надевает мне на ноги башмачки. Неслыханная дерзость! Прелестная Пери. Завтра же доставить бедняка и его дочь ко мне во дворец. Она будет истинным украшением моего гарема. Старик и его неразумная дочь доставлены и ждут решения своей участи, ваше величество. А ну-ка, красавица, поведай и нам о своих мечтаниях. О, наш повелитель, раз вы спрашиваете напрямик, то я отвечу вам прямо. В моих мечтах мне грезится, что вы правите справедливо, а я столь мудра, что вы, ваше величество, прислушиваетесь к моим советам и в благодарность надеваете мне на ноги башмачки. Ты так молода и прекрасна, что я прощаю тебе твои несмышленые речи и даже сделаю тебя своей любимой женой. А тех, кто не повинуется мне по доброй воле, казнят. Ты знаешь. Нет. Эй, стража! Бросить ее с отцом в пустыне, куда не ступала нога человека.
Еще немного потерпи, доченька. Скоро солнце опустится, и идти будет легче. Иди, доченька, ты молодая. Может быть, тебе повезет больше. О, отец, постой, не умирай. Я дам тебе воды. У нас есть еще несколько капель. Пить. Пить. Спасибо тебе, великодушная Гульджахан. Ты терпишь такие невзгоды, и тем не менее сумел отдать последнюю каплю воды тому, кто слабее тебя. Ты будешь вознаграждена. Тебя не интересует богатство, и нам это известно. Однако эти сокровища — лишь малая толика награды за твою смелость и великодушие. В твоих руках они послужат доброй цели. Вот это да! Мне и в самом деле не нужно никаких сокровищ. А на эти драгоценности мы прямо здесь, в пустыне, воздвигнем прекрасный город. Город справедливости и счастья. О, сколь удивительными мастерами оказываются все прибывающие сюда каменщики, плотники, гончары. Вот что значит свободные люди. Отец, ты устал. Иди отдохни. А мне нужно принять еще одного пожаловавшего к нам гостя. Собственной персоной падишах Ширванадыл, который, не подозревая, кто я в самом деле такая, просил передать, что едет ко мне за советом. Воистину велико ваше искусство править людьми, раз в столь короткий срок по вашей воле построен удивительный город, слава о красоте и благоустроенности которого разошлась по свету. Труд у вас здесь нисколько не легче, чем где-либо, а я не увидел ни одного надсмотрщика с плеткой, так охотно все трудятся. Даже из моей страны многие уезжают сюда. Я буду весьма признателен, если великолепная правительница любезно поделится секретом притягательности ее страны. Словом, как сделать, чтобы мои подданные вернулись ко мне обратно? Я отвечу тебе, Ширванадыл. Я никогда не допускала, чтобы мне льстили в глаза, а за спиной ненавидели и боялись. Старалась влиять на людей только совестью и добром. И люди верили мне. Мне жаль тебя, Ширванадыл. Ты так ничего и не понял. И мой совет тебе не поможет. Мультфильм озвучен на ТПО «Союз телефильм». Студии дублирования телефильмов, 1991 год.